Узбекистан – 12,5 миллионов за публикации об исламе. Бахтавар Джумаев обратился к властям Таджикистана. Казахстан – 15 суток за пикет перед консульством Китая. 21 июня Чиланзарский районный суд по уголовным делам города Ташкент приговорил одного из учредителей и руководителей интернет-издания Кун-Уз Махсуджона Аскарова к выплате 12,5 миллионов суммов, 1,1 тысячи долларов США. Такой вердикт суд вынес за публикацию исламских материалов на сайте без предварительного прохождения теологической экспертизы. Аскаров был признан виновным по статье 184.2 Кодекса об административной ответственности «Незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания». Дело было возбуждено Главным управлением по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД по результатам интернет-мониторинга. Ведомство обратило свое внимание на 7 публикаций интернет-издания, 2 интервью с заместителем имама от 12-17 апреля, материалы о благотворительной акции в мечети от 16 апреля, редакционное поздравление с началом благословенного месяца Рамадан от 12 апреля, статья о месяце Зульхиджа и материал о приданом, а также о хиджабе для полицейских в Новой Зеландии от 18 ноября 2020 года. Хотя проведенная экспертиза не выявила в содержании данных статей никакого нарушения со стороны руководителей интернет-издания, однако он был признан виновным в нарушении требования постановления Кабинета министров от 20 января 2014 года о мерах по совершенствованию порядка осуществления деятельности в сфере изготовления, ввоза и распространения материалов религиозного содержания, то есть в подготовке материалов без проведения экспертизы. Также эксперт, проводивший экспертизу статьи о хиджабе для полицейских в Новой Зеландии, посчитал, что целенаправленная демонстрация сотрудников полиции в хиджабах даже в немусульманских странах запрещена к распространению, так как это может привести к тайной эскалации разногласий среди населения по этим вопросам. Соратник задержанного Иззата ОМОНа Бахтавар Джумаев обратился к властям Таджикистана. В своем получасовом видеообращении правозащитник сообщает, что таджикские правоохранительные органы продолжают преследовать граждан страны с активной гражданской позицией, вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной работой. Так, сотрудники УБОП МВД Таджикистана доставили его отца из Пенджикента в Душанбе на допрос за его собственный счет, 200 самани, и стали допрашивать о раздаче в Москве футболок с фотографиями Иззата ОМОНа, в которой они обвиняют Бахтавара. Напомним, 11 июня на пятничной молитве в Московской соборной мечети на проспекте Мира несколько таджикских мигрантов надели футболки с фотографией Иззата ОМОНа и призывом к его освобождению на русском, таджикском и английском языках. Дело Иззата ОМОНа, известного правозащитника таджикских мигрантов, который был депортирован в Таджикистан в марте и задержан по обвинению в мошенничестве, также ведет УБОП МВД. В своем обращении Бахтавар также опроверг свою причастность к этой акции с футболками и задал вопрос. Бахтавар подверг критике правоохранительные органы Таджикистана, в частности УБОП, за то, что те вместо того, чтобы бороться с организованной преступностью, превратились в полицию по борьбе с политическими оппонентами. Если у вас хватит смелости, то идите и боритесь с организованной преступностью, которая повысила цены на билеты в Россию до 1000-1200 долларов, говорит правозащитник. Футболка. Правозащитник заявил, что такими методами и фальсификациями дел правоохранительные органы лишь способствуют тому, что в обществе растет число недовольных политикой нынешних властей. Он призвал политические круги в правительстве подумать над тем, куда они ведут страну с такой репрессивной политикой. Он убежден, что властям самое время остановить эти репрессии, которые все больше становятся похожими на сталинские. Занг шуда, где гавзад могуш кадем, когда посольство Таджикистана звонят, просят, чтобы их задержали.
Административный суд города Алма-Аты приговорил одного из участников пикета перед китайским консульством, активиста Байбулата Кунбалатулы, к 15 суткам административного ареста. Помимо этого, суд оштрафовал его на 146 тысяч тенге. К таким же штрафам были приговорены еще двое участников пикета. Суд посчитал их виновными в организации незаконного митинга перед китайским консульством в Алма-Аты 15 июня. Заңсыз шеруге шығуымен әкімшілік соттан шешім қабылданды. Ол қазір біздің медиа ауданының басқармасында жоқ. Напомним, что несколько этнических казахов уже более 4 месяцев пикетируют здание консульства с требованием воссоединить их с без вести пропавшими родственниками, которые китайские власти забрали из их домов в Восточном Туркестане. Несмотря на многочисленные обращения жителей к властям Казахстана, власти никак не отреагировали на эти обращения. Стоит отметить, что это не первый такой вердикт, вынесенный участникам пикетов перед консульством Китая в Алма-Аты. Так, например, 4 июня несколько женщин, совершив пятничный намаз, помолились за своих близких в Китае и попросили других посетителей мечети помолиться за них. Уже на улице их встретили около десятка полицейских, которые доставили их в полицейский участок. Какую информацию вы получили? Скажите, пожалуйста. Пресс-конференцию провели несколько раз, они там говорили, что там задерживают людей. Я хочу только одно заявить, что это все дезинформация. Все ответил. Китай уже давно подвергается критике за геноцид мусульман этого региона. Китайские власти задерживают мусульман как за малейшее проявление религиозности, так и без каких-либо на то причин, после чего содержат их в так называемых лагерях перевоспитания. Многие из них и вовсе пропадают без вести. Режимнің басқарушылары азаматтардың өз құқықтарын талап етуін міндетті түрде революцияның алғашқы қадамдары деп қарайтын болады. Ал енді Примечательно, что под репрессии со стороны властей Китая попадают не только этнические уйгуры, но и казахи и кыргызы. Власти Казахстана и Кыргызстана абсолютно не реагируют на происходящее, а власти некоторых мусульманских стран и вовсе способствуют Китаю, экстрадируя уйгуров на родину.